В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим про школьный буллинг, вернее о том, насколько актуальна эта тема на сегодняшний день. Что делать, если вашего ребенка травят в образовательном учреждении? Об этом и не только нам расскажет адвокат Роман Петров. Он у нас в студии. Роман Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте, Тимур. Роман, ну и, собственно, самый первый вопрос. Насколько актуальна действительно тема школьного буллинга на сегодняшний день? Ну, к сожалению, это всегда было. В основном это касается подростков, то есть где-то начиная с возраста 10 лет, тинейджеры, то, что называется у нас. Все мы иностранными словами по-прежнему оперируем, да, буллинг, тинейджеры, но это более уже привычно. Сейчас это все усугубляется тем, что у всех детей в руках, у подростков мобильные телефоны с возможностью записи вот этого контента, у них свои группы в социальных сетях, у них свои какие-то сообщества небольшие, но оттуда это все зачастую выплескивается. И социальные сети, так скажем, да, крупные. Да, и там, где уже мы же понимаем, что вот в отношении несовершеннолетних, то, что делают сами несовершеннолетние, но они еще недостаточно это понимают, они пробуют жизнь на зубок. А, естественно, люди взрослые, они прекрасно понимают об уголовной ответственности, которая наступает за распространение изображений каких-то вот этих конфликтных ситуаций. И поэтому журналисты тоже очень тщательно подходят ко всем этим случаям. Но проблема усугубляется тем, что обычно вот эта травля между подростками, привычная и существующая всегда в силу того, что они растут, развиваются и как-то пытаются социализироваться, в том числе и в конфликтах, она теперь еще усугубляется видеозаписями, то есть видеозаписями во многих случаях, к сожалению, избиений детей другими детьми, старшими, либо одноклассниками, одногруппниками, шантажом, который часто вот ко мне обращаются, в том числе и по поводу шантажа, вот это мы выложим, там унижают. Об этом мы еще поговорим. Вот, Роман, хотелось бы узнать, ну, в частности, школьный буллинг, насколько я понимаю, насколько я сам знаю, но он был всегда. Но просто в последнее время такое складывается впечатление, что дети как будто бы стали намного агрессивнее, что ли, и все это фиксируют на камеру. Обязательно зафиксировать надо на камеру, чтобы вот все увидели. Почему это? Дети растут в той среде, которая сейчас есть, она формируется за счет, в первую очередь, возможностей вот этих социальных сетей, возможности сейчас выложить в миллионный доступ буквально сразу на каких-то ресурсах любую свою новость, и они все хотят стать звездами, потому что я вот, у меня у самого дети, ну, у меня вот сын уже, он совершеннолетний, поступил в институт, вот, но я знаю, что именно в силу общения своего с подростками, что для них сейчас звезды и кумиры это те, у кого блогеры, у которых миллионные аудитории, которых смотрят подростки, вот они, для них, так сказать, это звезды поколения, те, кто ум, честь и совесть. Они хотят быть такими же. Каждый из них мечтает прославиться, мгновенно проснуться знаменитым. Вот за счет такого контента. А основной момент это все-таки то, что мы говорим, школьный буллинг. То есть школа, основная ответственность, как всегда, у нас на учителях. И в первую очередь надо выделить фигуру не только там директора, зауча в любом учебном учреждении. Это фигура классного руководителя. Если налажен контакт с учениками, если есть понимание и обратная связь, то такие вещи, когда они зарождаются, сразу становятся заметными, потому что никогда ничего не происходит за один день. Ну, грубо говоря, то есть необходимо пресекать это, да, на корню как бы изначально? Ну, купировать надо, да, потому что, во-первых, конечно, детям надо объяснять, насколько могут быть чрезвычайные последствия. Вот я сталкивался с какими ситуациями, это вот моя реальная практика. Допустим, девочку травили, и вот мальчик, который активно этим занимался, в результате как бы получил обратку, не специальную, но потому что, скажем так, классный руководитель просто не реагировал на эту ситуацию. И прямо на уроке он ее доставал. Она в него кинула определенным предметом, да, и случайно попала. То есть она не хотела даже попасть, просто хотела, чтобы он от нее отстал, вот, сказать ему нет таким способом. А он попал, у него тяжелый вред здоровью наступил. То есть может пострадать как и та сторона, так и эта сторона, которая, скажем так, троллит или буллит. Вот, одинаково все, они дети, а мы взрослые. И в первую очередь наша задача их от этого обезопасить, объяснить, что так себя вести нельзя. Но вот такие громкие случаи, Роман, которые вливаются в общество на обсуждение, да, чем они чаще заканчиваются? Уголовными делами, административными уголовные дела в какими-то? отношении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, тем более если младше 16 лет, там вообще говорить не о чем, понимаете.
Здесь может быть административная ответственность в отношении родителей привлечения. В случае обнаружения состава как ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Вот. Но в первую очередь, если это именно в школе происходит, где-то в учебном учреждении, там в школе, в пионерлагере, там, не знаю, в детском саду, на отдыхе, там, но ребенка передали, с этого момента отвечает учреждение детское, дошкольное или школьное, или дополнительного образования, потому что вы ребенка отдали, вы уверены, что ваш ребенок в безопасности, что он накормлен, что он в безопасной, здоровой среде, что его никто там не обижает. Вот. Иного быть и не должно, в принципе, ради этого государство всю эту структуру создает, содержит, учит людей, но просто не всегда психологически с подростками может совладать и учитель, даже опытный, даже с большим опытом. Что говорить уже про молодых, которые только закончили педагогический институт. Ну, в этом еще проблема. Опыт нужен. И их никто не учит на специальных курсах, как противостоять подросткам. Что делать, когда они вот там толпой на одного накидываются, как им объяснить. Авторитет должен быть учителя. Это в целом глобальная тема, скажем так, за рамками того и всего. Роман, что касается придания общественной огласки, да, вот органы прокуратуры, Следственного комитета, других компетентных ведомств, не могу не заметить, что моментально реагируют, особенно что касается детей, да, это вообще как бы на руку. В данной ситуации, вот здесь, смотрите, двояко надо относиться. С одной стороны, да, конечно, реакция, возбуждение уголовных дел, но это все уже когда ситуация доходит до крайности. Вот как, дети во многих случаях очень жестоки. Вот классическое произведение «Повелитель мух», где описываются вот особенности поведения детей. Но когда они предоставлены сами себе и взрослые их не направляют, тогда такие вещи могут происходить. То, что касается прокуратуры Следственного комитета, который реагирует, спасибо им большое, но лучше, чтобы до этого не доходило. Потому что злоумышленник может понести уже самое суровое наказание, так скажем. Ну да, скажем так, здесь же во многих случаях это происходит не столько из злого умысла, сколько вот они увлекаются, они играют во взрослую жизнь, и если они видят жестокость во взрослой жизни, в первую очередь это поведение родителей, той среды, в которой дети растут. Если они видят, что взрослые жестокие друг к другу по отношению и к детям, то, естественно, они это проецируют и на свои подростковые коллективы. Надо понимать, что для родителей таких детей в любом случае это как минимум административный штраф за невыполнение родительских обязанностей, как максимум уголовное дело, если там тяжкие последствия, не дай бог, для другой стороны. И крупные суммы взыскания морального, материального вреда, в том числе и со школьных учреждений. Их ответственность всегда больше. Роман, а может быть подскажешь, как правильно вообще зафиксировать вот эти случаи буллинга? Для того, чтобы, с одной стороны, вроде как и пресечь, да, но в то же время, если не получается, то как-то наказать. Во-первых, тут, наверное, я не психолог, а юрист, но из практики я скажу так. Имейте контакт со своим ребенком. Старайтесь каждый день все-таки с ребенком разговаривать, чтобы он вам доверял, чтобы он мог вам поделиться. Если заметили что-то не так, ребенок замыкается, получили информацию, что какие-то проблемы там с одноклассниками, с учителями, в коллективе, в школьном, это нельзя оставлять, что ладно, там как бы решится. Эту проблему надо поднимать сразу и решать. То есть надо необходимо обращаться в школу. Если есть какие-то минимальные там повреждения, какие-то побои, что-то там, я не знаю, что-то заметили, надо сразу снимать. Надо понимать, что любой контакт физически в плане нанесения телесных минимальных повреждений со стороны взрослого, учителя кого-то там как-то одернули, там, это в большинстве случаев уголовное последствие вызывает. Потому что детей бить нельзя, детей трогать нельзя, детям прикасаться нельзя. Мой совет в том числе, потому что обращаются и работники учебных учреждений, товарищи, вот в наше время, в современных реалиях, пальцем никого не трогаем никогда. Старой советской вот этой модели школы нет, потому что хотя бы тогда не было мобильных телефонов с видеозаписью. А сейчас можно и так повернуть. Это один момент. Второй момент. Но если мы видим, что дети так себя ведут, сразу родители в школу. Роман, это к лучшему или к худшему, то, что появились сейчас мобильные телефоны? Я вот не знаю, по крайней мере, в мое время, да, если и возникали такие моменты школьного буллинга, образно говоря, да, какой-нибудь трудовик, по шее один раз даст, и все, как бы, на этом вопрос был исчерпан, и человека больше не трогали. А сейчас вот... С одной стороны, придание огласки случаев, когда, скажем так, взрослые детей
выходят за рамки, да, преподаватели, выходят за рамки учителя. Ну, как бы это уже правильно, да, что это придается огласке и принимают соответствующие меры. Но те случаи, когда дети сами травят других детей, в том числе не выполняют как бы требования учителей, бывает же и учителей травят дети, и это же есть, это же тоже буллинг, да. Ну, в этих случаях вот во многом это придается когда огласке, даже если они несут наказание, наказание же не такое существенное. Вот для самих детей это максимум, ну что поставили их на учет там. Вот. И но это, тем не менее, пятно. это понятное дело, но в современном обществе перевешивает для самих подростков то, что вот стал ребенок известным, вы понимаете, как бы. И вот придание этих случаев огласки, оно во многом влечет то, что это как реклама идет для них, для других. Многим даже в голову не приходило, что, оказывается, так можно сделать, да еще и прославиться. Вот он прославился. То есть они смотрят на этих хулиганов, которые, по нашему мнению, вот я вот заканчивал еще советскую школу, я школу закончил в 92 году, вот, выпустился. И для меня, конечно, такие вещи, ну, нас учили, что так нельзя себя вести, ни в коем случае. Это вот прям вбито, что так нельзя. Слабого обижать нельзя. Если ты сильнее, ты должен быть добрым. Вот. Сейчас этого, к сожалению, нет. И они смотрят совершенно другое. Они смотрят блогеров, которые... Вот сейчас у нас, кстати, Следственный комитет практически прекратил, больше не стало вот этих жестоких стримов, привлекли их всех к ответственности, отловили. Этого нет. А помните несколько лет назад, не так давно, 2-3 года назад, какие жуткие были, да, вещи. Это кошмар вообще. Вот. Но они же все эти остались, и это все равно в головах подростков сидит, понимаете? Поэтому я затрудняюсь вам сказать, насколько хорошо, что это каждый раз попадает в социальные сети, потому что именно этого подростки добиваются. Мы же понимаем, что следующая ступень это когда вот приходят теракт в школе устраивают дети. Если этих детей не останавливать, это может кончиться чем угодно. И в том числе ребенок, которого булят, он может дать обратный отпор тоже по-разному, он может дать. Но все-таки хочется верить, что большинство случаев школьного буллинга как-то пытаются, как-то урегулируется еще, так скажем, на первых порах и не доходит дело до судов. А в судах ну да, терпение нашим, конечно, кстати, учителям. В судах, кстати, много вообще рассматривается? Ну, суды попадают. Эта информация, она подлежит публикации в закрытом виде. У нас тут недавно был случай, мы обратились к председателю одного из районных судов, потому что просто по невнимательности, я так понимаю, сотрудников аппарата суда взяли, выложили решение в полном виде по такому делу. Вообще с фамилиями, совсем абсолютно. То есть мы были в шоке. И вот мы сейчас попросили, они убрали с сайта. Вот, а копии этого решения ходят там по всяким базам. И вот с этим уже гораздо сложнее бороться, потому что надо очень тщательно понимать, что дети же, у них вся жизнь впереди. Поэтому самое главное, что надо запомнить для родителей, для учителей. Во-первых, в любом случае, если это происходит, неизбежны материальные большие затраты, потому что это будут штрафы, это будут возмещения вреда. Даже если никого там не побили, ничего, просто морального там затравлю, это тоже крупные достаточно суммы. И это огласка, это нежелательное пятно на ребенке, который что-то причинил, да, даже... Я же говорю, что в этой ситуации может так получиться, что страна защищающаяся, если администрация школы, если классный руководитель не может, не хочет, не умеет как-то защитить своих детей и урегулировать конфликт, она вынуждена защищаться своими методами, они иногда достаточно жестокие. Ну что ж, Роман, спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас был адвокат Роман Петров. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.